количество поправок, их, по-моему, уже поступило, проектов поправок уже свыше 500, по-моему, уже, это, конечно... Действительно, так и со счета можно сбиться. Поправки, или, как грамотно высказался юрист по образованию Владимир Путин, проекты поправок поступают в рабочую группу, можно сказать, в промышленных масштабах. Пока счет на сотни, но такими темпами к следующей встрече с президентом вполне реально можно будет говорить о 1000 идей, предложений, что еще написать в Конституции, в ее преамбуле или в любой другой главе статьи. Никаких табу и так называемых защищенных статей нет. По крайней мере, предлагать можно практически все. Если это просто обсуждение, своеобразный мозговой штурм, это еще понятно. Много мусора, много информационного шума. Все равно при желании можно вычленить что-то рациональное. Было бы желание. Поправки, которые потенциально могут стать частью нашей Конституции, сегодня активно обсуждаются и в регионах. В Казани дискуссия с участием политологов, юристов и общественников прошла на площадке Казанского федерального университета. С подробным отчетом о том, как идет процесс обсуждения в самой рабочей группе, выступил Евгений Султанов. Именно он вместе с председателем Госсовета Республики Фаридом Мухаммедшиным представляет в ней Татарстан. На последней встрече с Путиным Евгений Батырович предложил обсуждение поправок в основной закон сделать максимально открытым и прозрачным. Президент его инициативу поддержал. Надо в сети размещать и все. Какие там секреты? Для научной общественности тоже это было бы очень интересно. Для научной и вообще для общественности в целом, в широком смысле. Конечно. Конечно, надо это сделать. Скрывать не стоит, а вот несколько поумерить пыл кое-кому действительно не помешало бы. Не будем забывать, что демократия не есть вседозволенность. Тем более, когда речь об изменениях в таком фундаментальном документе, как Конституция страны. Страны, напомню, многонациональной и многоконфессиональной, с федеральным устройством. Поэтому, как говорили на встрече в КФУ многие эксперты, нельзя, чтобы процесс внесения поправок в Конституцию приобрел спонтанный стихийный характер. Это огромный риск, прежде всего для самой России. Конституция – это такой закон, и этому меня научили юристы наши, профессионалы, что вот нельзя отдельные кирпичики дергать. Вот если внесены поправки системные, то надо работать только по ним, потому что они, все статьи взаимосвязаны. Можно ненароком, поправив или не туда внеся слово, разрушить какие-то другие формулировки. Кто-то пробудился, подумал, вот мои соседи внесли, мне тоже надо. Вспомнил о себе, о какой-то своей проблеме, о социальной группе и решил отстаивать те или иные интересы. Однако Конституция – это документ такого уровня, который должен учитывать интересы всех граждан страны. Если вдруг кто-то начнет пытаться протаскивать свои интересы в ущерб другим группам, это не есть хорошо. Евгений Султанов заверяет, не надо опасаться, что в составе рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию не все профессиональные юристы. Не в этом была задумка. Задача рабочей группы не в том, чтобы дать выверенные юридические формулировки статей Конституции, а в том, чтобы организовать обсуждение, собрать разные мнения. Именно поэтому в ее составе много разных людей, разных профессий и сфер деятельности. Там юристов хватает. Там огромный штат юристов, который работает. Самое главное выявить, саккумулировать и просеять через общественно-политическую оценку те предложения, которые есть. Запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно. Спасибо. А говорить нужно какие-то юристы. Здесь вот так как-то, если напишем в Конституции, вот это будет. Провел много времени с уважаемыми людьми. И все-таки определенные сомнения, скажем так, в качестве выдвигаемых предложений остаются. Поводы дают сами участники рабочей группы, скажем так, своими не совсем осторожными высказываниями. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного. Я, конечно, понимаю, что многие не читали. Вопрос, что ты можешь ее 5 раз перечитать. Но если ты не правовед, если ты не политолог, ты не знаешь как бы сути, а прочитать книжку этого мало. И поэтому вот мы видим, что очень такие смешные, неряшливые, где-то даже провокационные предложения звучат. Конечно, для Татарстана есть большая опасность того, что будет подвергнут ревизии принцип федерализма. Все-таки
Татарстан, как лидер федеративных отношений в России, показал, что именно такая форма взаимодействия, она приносит плоды. Конституция должна объединять, а не разъединять людей. Консолидировать общество – вот главная сверхзадача. Проблема в том, что каждый по-разному понимает, как прийти к этому результату. Лидер татарстанских коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов считает, что для этого Конституция должна быть реально всеобъемлющим документом. Мы поддерживаем, практически минимум должно быть закреплено. И потом ЖКХ, ну давайте закрепим 10% от дохода. Зачем все в Конституцию-то, Может быть, что-то в законах? А почему? Зачем? Потому что законы не работают. А может быть, проще тогда записать в Конституции, что все законы в России должны работать? Но это уже риторический вопрос. Дискуссии на тему, какие изменения в Конституции наиболее целесообразные, продолжаются. И профессиональные юристы, конечно, не останутся в стороне. Многие из них считают, что изменения нужны, но это должны быть действительно крупные, важные поправки, качественно подготовленные. Здравый смысл все равно победит, и рабочая группа очень внимательно отнесется ко всем предложениям и просто не пропустит те инициативы, которые носят балаганно-развлекательный характер, либо которые отстаивают интересы конкретных лиц. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней.